Салем, қалайсыздар! Если вы только недавно начали изучать казахский язык и не знаете, с чего начать, я прошу вас немедленно подписаться на наш канал, потому что мы обучаем казахскому языку именно с нуля. Подписывайтесь, следите за нашим каналом, следите за новыми уроками, комментируйте, если вам что-то непонятно, мы обязательно дадим обратную связь. А сегодня у нас практический урок, ситуация в кафе, и разберем самые распространенные, нужные, важные фразы, которые пригодятся именно в кафе. Кеттік. Итак, представим, что вы зашли в кафе, нашли себе удобное местечко, официант к вам подходит, и вы начинаете с ним диалог. Сәлеметсіз бе, қалайсыз, неважно. И начинаете говорить, что вы хотели бы заказать. Но вначале официант может сказать: «Я сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмын», да, слушаю вас. Даже если это телефонный звонок, если вы что-то заказываете на дом через телефон, то вам также могут ответить: «Тыңдап тұрмын», да, я вас слушаю. То есть я готов принять ваш заказ. Тыңдап тұрмын. Тыңдау слушать, тұрмын стою. То есть я стою, слушая вас. Вот так можно перевести данную фразу. Дальше вы говорите: «Мен сушиге тапсырыс берейін деп едім». Да, я бы хотел заказать. Мен, еще раз, это я, сушиге, то есть суши, тапсырыс берейін деп едім. Конструкция нелегкая, да, так сразу скажу, непростая. Давайте разберем. По-русски мы говорим «заказать что?». Да, что, то есть в винительном падеже я заказываю что? Суши, пицца, бургер и так далее, то есть без окончаний, без суффиксов. А в казахском языке здесь немножко другая логика. Мы, так как используем глагол «беру», а «беру» – это «дать», да, «дать» уже как направительный падеж работает. Тапсырыс беру, заказать. И естественно будет не что заказать, а как будто бы чему, как направление будет работать. То есть я бы хотел заказать чему. Вот такая логика. Если грамматически разбираться, то тяжело. А если вы запомните как, что если я хочу что-то заказать, и мне нужно присоединить к заказу «гаге каке» и сказать «тапсырыс беру», да, заказывать, то ситуация облегчится. Тапсырыс беру, заказывать, а берейін деп едім. Это формулировка, которая показывает «хотел бы заказать». I would like, как в английском языке. Я хотел бы заказать что-то. Мен сушиге тапсырыс берейін деп едім. Мен пиццаға тапсырыс берейін деп едім. Мен палауға тапсырыс берейін деп едім. Мен стейкке тапсырыс берейін деп едім. То есть мен, затем существительное, присоединяем гаге каке и тапсырыс берейін деп едім. Это нужно прям запомнить и попрактиковать, чтобы вы запомнили формулировку тапсырыс берейін деп едім. И таким образом вы уже заказали, сказали, что вы хотите. Затем тағы не аласыз. Официант может спросить у вас, да, что еще возьмете, либо тағы не қалайсыз. Аласыз как возьмете, қалайсыз как желаете. Что еще желаете? Тағы не қалайсыз. И вы можете сказать: ештеңе, рахмет, все, ничего не надо, да, ештеңе, рахмет. Либо можно сказать жеткілікті, достаточно. Да, эти фразы обязательно будут в ссылке, обязательно с аудиопроизношением. Да, сейчас я проговариваю, так как все эти фразы, они тоже могут быть использованы в речи, в ситуации, когда вы в кафе. Еще раз. Тағы не қалайсыз. Что еще желаете? Вы говорите: рахмет, ештеңе, жеткілікті. Да, спасибо, ничего, достаточно. Ну, либо говорите тағы, еще, и заказываете то, что вы хотели заказать. Тағы бір су алайын деп едім. Тағы бір кофе алайын деп едім. Да, хотел бы еще заказать кофе, чай, сок, мороженое. Если вы закончили трапезу, вкусно поели, приходит время
оплачивать за заказ, да, оплачивать за столик и зовете официанта. Да? Кешіріңіз, сізді болама, извините, можно вас, сізді болама, можно вас, официант к вам подходит, и вы говорите, шот болама? Или же рахмет, бәрі дәмді болды, шот болама? Рахмет, бәрі дәмді болды, спасибо, все было очень вкусно, шот болама. Можно использовать есеп, что тоже означает счет. Есеп болама? И уже дальше вы оплачиваете, как вам удобно. Картамен төлеуге болама, ақшалай төлеуге болама, переводпен төлеуге болама. Да, эти фразы вам уже знакомы, мы их практиковали в предыдущих уроках. И таким образом вы что делаете? Оплачиваете счет, благодарите и говорите рахмет, сау болыңыз. Официант вам может сказать рахмет, келіп тұрыңыз. Келіп тұрыңыз означает приходите еще. Келіп тұрыңыз, отзыв қалдырыңыз, да, сейчас начали просить отзыв, тугисте отзыв қалдырыңыз, қалдыру это оставлять. Вот и все. Вам нужно будет пройтись по всем этим фразам, запомнить, заучить их, побольше прослушивать их в аудиопроизношении и потихоньку вводить в речь, прям не стесняться, пользоваться, даже пусть это будет начало и конец фразами на казахском языке именно в диалоге с официантом. Надеюсь, данный урок был для вас полезным, понятным. Если были какие-то непонятные моменты, обязательно пишите в комментариях, разберем, объясним это в следующих видео. Но если вы не хотите просто смотреть и учить теорию, а хотите практиковать живыми людьми, практиковаться именно с учителем, то оставлю ссылку в описании. Нужно будет перейти и прийти к нам на курсы школы казахского языка Казлайн.